Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 9 ноября. Еду на рыбалку, еду на первый лед. Встает солнышко. И не мог я удержаться. Вот. Приехал на дачу. Все покрыто снегом. Не мог я удержаться, чтобы не запечатлеть вот эту красоту. Обалдеть. У меня душа поет. Шуга пошла полным ходом. Температура минус 10 за бортом. Потихонечку поднимается солнышко. Зимнее солнце уже. Все серое, хмурое. Падает снежок. Настроение у меня. Вот такое настроение. Еду на рыбалку. Все, со мной мой туман. Он сидит в машине. Сейчас сделаю снимочек еще на память. И вперед на озеро. До встречи на озере. А вот это, друзья, то место, которое я снимал осенью. Может, помните ролик «Райское воскресенье». Вот это Печора. Тут лошадки бегали. Оттуда вот прибежали, туда убежали. Вот теперь в таком состоянии все. Шуга полным ходом. До озера стало совсем маленько. Вот наше кострище. Ну что, поехали дальше. Ну вот мы и на озере. Туман проверяет состояние льда. Тумана держит. Ну а сейчас мы будем смотреть. Вот у меня пешня. Не такая пешня, но проверить лед можно. Обычно возле берега лед говно бывает. Вот здесь не промерзло. Если с одного раза не протыкается... О, ой, мамочки, здесь провалился возле берега. Если с одного раза не замерзло, ой, не пробивает пешней, значит идти можно. Нормально, все. Рыбачим. Машина была, одна или две машины. Они уехали туда подальше, на дальние озера. А здесь, ребята, здесь, друзья, я в этом году первый. Ну что, будем пробовать? Будем пробовать. Опа. Мама. Треснул лед. Ну это фигня. Это всегда так трескает. Это лед нормальный. Лед сантиметров 5, наверное. Вот, я чувствую толщину, да? Ну да, где-то сантиметров 5 лед. Нормально. Это сейчас проверю еще. Пройду, сделаю тропки и пойду, буду ходить по тропкам. Взяли малько, поставим жерлицы, будем пробовать на удочке. Ладно, не будем тратить время. Пошел я вон, на машине, подъехал прямо до озера. Будем пробовать. Ну вот, готова первая лунка. Пробурил луночку, закинул удочку. Это вот мое корыто всегда со мной. Все свое не на себе, а вожу в корыте. Во-первых, это намного легче, намного удобней. И нет лишнего груза на тебе. Если провалился, то легче выскочить. И на себе тащить не надо. Это корыто всегда со мной. Тут мои живцы.
Вот они. Этих живцов мы ловили еще с Ромкой, когда он приезжал. Не водили мы с ним. Сейчас я попробую. Если клевать не будет, то сделаю лунки. Вот у меня бурна 150. Опа, у меня была поклевка. У меня была поклевка. Была поклевка. Я пока болтал, я почувствовал аж в руке. Трррр. Это точно была поклевка. И сошел. Вот, я не договорил. Пробурю лунки, поставлю жерлицы, ну и потом уже буду пробовать. Если попадется мелочь окушки, потом переставлю жерлицы. Пока поставлю на мальков. Опа, была. А, это малек. Это тоже гальянчик, наверное, скорее всего. Я так думаю. Ну ничего, на жерлицы пойдет. Тут есть окунь, плотва, ёрш, подъязки есть щука. Ну, давай мне первую рыбу. Это гальянчики, наверное. Тут гальяна тоже хватает. Мальков. Пойдем потом туда подальше, где поглубже. Окуня тут хорошие есть, экземпляры. Есть мелкие, вот такие маленькие. А есть и крупные. В прошлый год мужики приходили, кидали камеру под лед. Окунь плавал, но не брал. Что-то, видать, с погодой не повезло или что, я не знаю. Ну, давай мне первую рыбку, да пойду я жерлицы ставить. Ну и ладно, не хотят как хотят, не будем тратить времени. Не будем тратить времени. Рыбку я все равно сейчас поймаю, конечно, одну. И потом пойду ставить жерлицы. Ну что, друзья, вот наконец-то я поймал первую рыбу в этом сезоне. Это окунь-монстр. Это вот такой монстр. Вот такой вот окушарик. Жерличный. Даже мелковат, но нормально. Пойдет как раз. Сейчас мы, не раздумывая, просто не раздумывая, сразу же кинем жерлицу. Вот сюда приготовил лунку уже. Там вот вторая лунка подальше. А дальше лед захрустел, я не пошел. Без пешни опасно. Ну что, будем уставляться жерлицами и рыбачить дальше. Есть первая рыба, есть! Сезон открыт. Ну что, ловлю я, понимаете ли, живцов. Штук десяток вот таких окушков поймал. Только хотел камеру доставать, думаю, ладно, пойду камеру поставлю. Покажу, как я живцов ловлю. А тут хопа, наглянул. Первые две жерлицы, что ставил. Одну на окушка маленького. Вот эту на мальков. Вот ту, что поставил на окушка, сработала. Загорелся флажок. Теперь посмотрим. Посмотрим, что там есть. Рыба. Рыба? Ну хорошо, если рыба. Глянем. Надежда есть. Окунь никак не мог поднять флажок. По-любому кто-то его дернул. Сейчас посмотрим. Так, вот загар. Катушка не разматывается. Не дергает. А кто-то дернул неплохо. Даже с орбиты сошел. Ну-ка на. Кстати, вот кут просто. Мету дала, да и все. Так, Вот, сейчас, не. Мытаны ты дала, сени мекута ты дал. Тут таджи, да? Да-да-да. Угу. Сейчас посмотрим. Тут собачка какая-то. Катушка уже. Опа, есть. Опа. Есть щучка, есть, не знаю, дойдет, не дойдет. Дойдет. Вот она. О, Вот она, красавица.
Вот, Валерик, а ты говорил, щук здесь нету. Ага. Ура! Хорошая щучка. Это мне, это мне. Первая щучка, первая щучка. Первая щучка зимнего сезона. Ура, ура, ура. Ха-ха. С золотыми нам. Молодец. Муа. Я- Заглотила, смотри, как заглотила. Ага. До кишков. Голодная. До кишков заглотила. Запутается. Вот отсюда. Ура! 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 А, сколько? Почти килограмм, наверное, будет. Грамм 800-то точно. Не килограмм. Заглотила до кишков. А у меня все... А действительно, есть щука, не берет. Даже лутка, Валерик. Не рви. Лучше ножиком как-то. Не, у меня тут... Отцеп-то есть там у меня. Просто он даже лутка полностью. А действительно, есть щука. М? Действительно, есть щука, а ни разу не ловилась. Не поймал. А мормышку она не берет. А надо вот так вот. Так надо уметь ловить. Нафиг. Да. Нафиг. Туман нельзя. Туман нельзя. Фон-то зря больше мешаете. Нельзя. Вот так вот. Все, теперь выключаемся пока. Ну что, жерлицы мы поставили. Десяток жерлиц и 3 самолова. Теперь я вам покажу, что такое самолов. Конечно, многие это знают. Но, может быть, кто-то не знает. Обыкновенная катушка. Вот такая вот катушка из-под лески. Я их не выкидываю. Плюс то, что они очень компактны. Вот, допустим, когда идешь на лесную речку, там где-то в ямке поставить жерлицу или еще что-нибудь, очень удобно. Сунул в карман и все. А в принципе это та же самая жерлица, только без флажка. Минус то, что не закрывает лунку. Опа-на. А окуня-то нету. Я, наверное, даже не насадил его. Нормально. Я приготовил и не насадил. Хорошо, что хоть начал рассказывать он. А так бы я и ловил на пустой крючок. Окушки мелкие. Живцов я наловил нормально. Где-то штук 20, наверное, окушков. Мне хватит. Крупных нет окуней. Что-то вообще клюет плохо. Валера тоже пробовал. Окуня я цепляю вот так вот. Двойник под жабры. Сначала поводок, потом двойник насаживаю. Так он дольше живет. И щуке сложнее его сорвать уже. Нормально я самолова насадил. Все приготовил, а окуня забыл поставить. Может, у меня все так? Раз, два, три. 3 самолова и штук. Десяток жерлиц, наверное, у меня. Ну, теперь пусть ловит. Ну, а мы сейчас пройдусь еще по жерлицам, посмотрю, что и как. И потом половлю-ка еще живцов, наверное, про запас. Кину в банку, если что, пригодятся потом на налимов. Все, пока. Скоро обед. Туман. Хулиган ты. Пока ставил жерлицы, оставил удочку сюда на стульчике. Туман взял, утащил эту удочку. Вон что с ней он сделал. Еле нашел вот там вот в лесу, кустах. Все покусал. Хорошо еще как мормышку не проглотил. Вот ловлю я на такую мормышку. И опарышей. Клюет одна мелочь. Исключительно одна мелочь. Крупного или нет, или не хочет. Обнадежила жерлица, которая с утра сразу заработала. Поймал одну щучку, и все, тишина. Не хотят сегодня. Или нет щуки. Может быть такое. Я их оставлю все равно на ночь.
На ночь оставлю. Посмотрим, что ночью сделает. Если, ну, ночью есть вероятность, что попадет налимчик. Налимы здесь тоже живут в этом озере. Ну, а если нет, то завтра снимаемся. И все. Будем ловить налима. Речка, наверное, встанет уже послезавтра, я так думаю, если не потеплеет. Клев прекратился. Но что бы то ни было, щучку я одну поймал. Это уже хорошо. Это просто здорово. Я счастлив. Прошлый год я сколько поймал? 4, 5. Сначала одну, потом 4. И налимчик одного. Сей год пока одна. Не хочет. Ну, совсем не хочет. Ладно, пока выключаемся. Ну что, время обеда. Так. День короткий, костры разжигать нам некогда. Так что перекусим по-быстрому. Чаек. Термосок, чаек. Горячий еще. Так. А перекус у нас сегодня будет армейский сухпай. Командировку привез. С торга покупал там. Отличная штука, очень удобно. Здесь есть все необходимое. Можно каша рисовая с говядиной, рагу овощное с мясом говядина. Так, что, кашки поедим? Давай кашки поедим. Всякие паштеты. Самое главное, есть сухой спирт, можно подогреть. А у нас там уже пахнет жареной кашей. Получается очень даже ничего. О. Вон какая кашка получилась горячая, вкусная. И то хватило нам одной таблетки. Слышно, едет машина. Рыбаки с соседнего озера уже возвращаются. Видать, там тоже не клюет. Ну и ладно. А мы кушаем. Приятного аппетита. Горячая пища на льду, без костра. Очень даже ничего. Эти сухпайки разные бывают. Наборы. Где-то говядина чистая бывает. Где-то картошка. Ваше здоровье. Ванька. О, наелся, напился. Клевать у нас не клюет. Кашки подкормить, что ли? Ешь, ешь, туман. Мне надо потихоньку собираться уже. Навряд ли кто-то еще будет клевать. Если только налим. Он сейчас ночью активируется. Может налим живца взять. Ну, тут не крупный налим, небольшие маленькие налимчики такие. Но есть. Посмотрим. Опа! О-хо-хо! Даже что-то поймал. Ёрш! Ёрш! Фу!
Даже ерша. Это второй ерш сегодня. Одного я уже поймал. Это второй. Мы его, конечно, возьмем. Правда, он сопливый. Могут живцы сдохнуть из-за него. О, какой ерш. Такой вот ершик. Самая вкусная наживка для налима. Так, где у меня ведро-то? Манфу. Хватит баловаться. Всё, перекусили. Все убираем. Ну ладненько, друзья. Не знаю, будет включение еще или не будет. Сработает, не сработает. Первый день нашей рыбалки подходит к концу. Скоро будет темно. Съемка будет невозможной, если только под фонариком. Встречаемся завтра на этом же месте. С утра пораньше. Так что давайте, друзья, до завтра. Пока. Блин, дырку маленькую сделал. Дырку маленькую сделал. Вот она. Вот она, красавица. О, Янцикадам.